Государственный комитет нацбезопасности представил предварительный результат расследования уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор». ГКНБ считает необходимым информировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор». К настоящему моменту следствие пришло к обоснованным выводам, подтвержденным собранными доказательствами, свидетельствующими о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний Камека и Цинтера при заключении соглашений различных дополнений, изменений и уточнений, связанных с работой рудника Кумтор, а их условия не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана. В связи с чем по факту коррупции при заключении Генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994-м заочно к уголовной ответственности привлечены бывший президент Акаев, экс-премьер-министры Чингышев, Джумагулов и бывший президент госконцерна «Кыргызалтын» Сарыгулов, а экс-председатель Комитета по реконструкции и развитию экономики Бирштейн объявлен в розыск. По факту коррупции при реструктуризации Генерального соглашения с компанией Камека в 2003-м бывший президент Акаев также привлечен к уголовной ответственности. Так как вследствие данной реструктуризации доля Кыргызской республики в компании Цинтера была существенно занижена и составила всего 33,33%. Следствием также дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» в 2009 году, где установлено, что высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условия соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы компании Цинтера выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономических интересах республики. В связи с чем по данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру страны Чудинову и бывшему председателю правления ООО «Кыргызалтын» Джакыпову, а бывший директор Государственного агентства геологии и недропользования Курманалиев, председатель Совета директоров Елисеев, представитель инвестора Сазанов, бывший президент Бакеев и его сын Максим Бакеев также объявлены в розыск. Также в связи с установленными следствием фактами совершения преступных действий в интересах компании Цинтера в период с 2012 по 2014 годы в ущерб интересам страны привлечены к ответственности бывший премьер-министр Бабанов, первый вице-премьер-министр Сарпашев, спикеры, депутаты парламента Джинбеков, Узакбаев, Батырбеков, Перматов, а также бывшие представители президента и правительства в Джугурку-Кенеше, Нарынбаев и Мулдошева. С учетом установленных расследованием фактов коррупции, не отвечающим интересам народа Кыргызской республики условий соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генпрокуратурой республики инициирован процесс денонсации соглашений по проекту «Кумтор». Таким образом, следствие по эпизодам 1992-2009 годов находится на завершающем этапе. Вместе с тем, следствием по фактам заключения последующих соглашений по проекту «Кумтор» в 2017 и внесения изменений в Водный кодекс продолжается, по результатам которого фигурантам также будет дана юридическая оценка, о чем ГКНБ дополнительно проинформирует общественность.